31 год назад, в разгар войны, силы сопротивления грузинскому вторжению было решено преобразовать в настоящую армию. 11 октября 1992 года был подписан указ о формировании вооруженных сил Республики Абхазия. С тех пор абхазская армия динамично развивалась и крепла. Министр обороны Владимир Ануа отметил всех руководителей, под началом которых проходили важнейшие этапы ее формирования. Абхазская армия прошла историческим маршем сложный путь становления. В разные периоды времени во главе военного ведомства стояли видные государственные деятели, прославленные командиры и военачальники. Владимир Аршба, Султан Сосланиев, Владимир Канба, Рауль Хаджинба, Вячеслав Вешба, Мираб Кишмари. Каждый из них внес свою лепту в укрепление обороноспособности страны. Как рассказал Сергей Шамба, один из руководителей национально-освободительного движения, формирование абхазских вооруженных сил началось еще до начала боевых действий. После кровавых событий 1989 года, которые произошли здесь у нас в столице Абхазии, в Сухуме, началось противостояние грузинского и абхазского населения. И в это время грузинские неправительственные организации, экстремистские, начали вооружаться. В связи с этим бывший министр внутренних дел Абхазии Гиви Ломинадзе, уже будучи беженцем в Грузии, в своем интервью сказал: абхазцы ко мне обращались с требованием, чтобы я принял меры против того, что грузинское население вооружается. Но я не сделал ничего, о чем сейчас жалею, потому что когда я не сделал, абхазцы начали сами вооружаться и сделали это лучше, чем грузины. Мы создали тогда глубоко законспирированную организацию, в которую входили по одному человеку от каждого района. Мы собирались в лесу, мы создали план сопротивления, но нам повезло, на определенном периоде пришел ко мне Дбар Сергей Платонович, который пришел и предложил свои услуги как профессиональный офицер. Пришел Владимир Аршба. Как рассказывает Сергей Шамба, чтобы вооружить будущую абхазскую армию, приходилось проявлять смекалку. Когда мы поняли, что не на кого рассчитывать, мы, я имею в виду политическое руководство нашего общества в лице Айтглара, я тогда возглавлял эту организацию, наши представители в России, особенно в районе Ленинграда тогда, собирали оружие времен Второй мировой войны, пересылали сюда. Мы завозили бронетехнику в Абхазию даже, которая в то время снимали с нее вооружение и продавали как бы для сельхозназначения. Вот так начали путь создания нашей будущей армии. Но, как говорит генерал, ветеран Отечественной войны народа Абхазии Закан Нанба, воины нынче совсем другие, даже молодые офицеры, получившие высшее военное образование, могут столкнуться с необходимостью осваивать новые военные технологии прямо в поле. Сегодня, наверное, самая сложная международная политическая обстановка, которую мы знали за современную историю. Сегодня одно, завтра другое, как ландшафт политической обстановки меняется, как в пустыне, в песках пустыни. То, что сегодня здесь в зале и в составе Министерства обороны находятся многие офицеры, которые получили самое высокое образование в российских учебных заведениях, это радует. Но то, что эти люди готовились, их учили по лекалам прошлых войн, вот это вызывает тревогу. Почему? Потому что сегодня тактика и стратегия ведения войны, ведения войн, как мы видим, меняется как вот эти вот айфоны, да, сегодня один, завтра уже 15-й номер выходит. Завершилась торжественная часть выступления вице-президента Бадры Гунба.
Ижижвейза шуксарапха, шапхи угла старака, яхаги, хомпада актуал ралу. Уй хункара ахчера, хапсад гилахчера, хажла рейкурхара. Ихари залакна ирацоп, уй аамта воды, айбышра дузхазга за ветеранца, шарейшиму апыша адырра, рхоярхона, сгуяна год, и шуца галу аджар, апыша рзан шижепха. Хчапхи галу азарако дары водою. Хэнткаракшу мукшу имя пасо процесско, а хэнткарако ашишкуси иртагдзына, а торых дузмо уртырчапхиги дара шарта дуко углов. Яха хара яхаму алшара хоярхона, а хэнткара яхабыра ари аз хуцразоны хомпада апхэггылара артойд арбджирымчка раргора зара. Табуб хашас херстохоб шарейна жгдзо аусызы, ижзейхис шойт аман шолара, аукчара дука, шарашыман шолара и шокчары, хомпада хажларге, хэнткарарзге, кчара ду, чанбзила. А затем министр обороны наградил медалями 30 лет Победы нынешних и бывших военнослужащих чиновников и тех, кого посчитал достойными этой награды. Среди награжденных оказалось чрезвычайно мало женщин. А ведь женщины бок о бок с мужчинами исполняют боевой долг, ничуть не отставая в ответственности. Кто-то говорит, что профессия военная, она не для женщин, но на самом деле в некоторых случаях и аспектах женщина проявляет больше мужества, усердия и трудолюбия. А в окружении людей, мужчин, которые поддерживают во всем, то очень даже комфортно. Хочу пожелать в честь празднования нашего профессионального праздника всем, конечно же, в первую очередь здоровья, сил, терпения. И обязательно мирного неба над головой, чтобы все, что делается в настоящее время, все оставалось, как мы всегда говорим, на бумагах. 31 год молодой абхазской армии. И первое, и самое главное, чего желают друг другу бойцы Вооруженных сил республики – это мир. Марьяна Котова, Сосрыкова Гухава, Абаза ТВ.